эфире «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Выпуск начнет брифинг о паводковой ситуации на территории республики. Предлагаем послушать. Здравствуйте. Расскажите, какая сейчас ситуация на реках Якутии? Здравствуйте. По данным Якутского управления гидрометслужбы, активная фаза ледохода проходит по территории Хангаласского, Усть-Алданского, городского округа Якутск и Намского района. На реке Лена у временных постов Первый Нерептяй и Лах отмечается понижение уровня воды. По состоянию на 16 часов уровень воды у села Первый Нерептяй сохраняется выше на 120 сантиметров. В селе Такылах на 40 сантиметров ниже отметки начала подтопления. 15-16 мая осуществилось вскрытие реки Лена на участке Покровск-Якутск-Ангаласцы, что на 2-3 суток раньше нормы. Сегодня в течение дня мы наблюдали достижение отметок выхода на пойму у села Хаточу, но по оперативным данным в настоящее время идет небольшой спад, минус 3 сантиметра за последние 2 часа. В Намском районе наблюдается подъем уровня воды за последние 4 часа у села Умехтах плюс 75 сантиметров и у села Партизан плюс 25 сантиметров, уровни ниже критических. На реке Алдан нижняя кромка ледохода, по данным гидрометслужбы, мы наблюдаем в районе села Дыгдал, уровни ниже критических. На реке Вилюй кромка ледохода отмечается в пределах Вилюйского района, ниже Вилюйска, где 15 мая на 3 суток раньше начался ледоход. В настоящее время уровни ниже критических. На реке Колыма у поселка Зырянка утром 15 мая начался ледоход на 4 суток раньше нормы. Уровень воды при вскрытии на 50 сантиметров был выше. Нижнюю кромку ледохода на реке Колыма наблюдаем ниже поселка Зырянка порядка 80-90 километров в районе речки Мангазейка. Сегодня взрывные работы не проводили. В настоящее время на особом контроле находятся участки ниже мыса Такангаласского мыса и устьевой части реки Алдан. Также была осуществлена переброска спасателей в труднодоступные населенные пункты Арбын, Ситте, Батамай и Кокуй. И пользуясь случаем, просьба жителям республики не выходить на пойменные участки. В ближайшие сутки это продолжится подъем уровней воды и затопление пониженных участков. В продолжении выпуска коротко об основных темах. Движение судов на воздушной подушке из Якутска в Нижнебестях временно приостановлено из-за осложнения ситуации на реке Лени. Расскажем, как можно добраться в заречные районы. Кто такой Петр I, сколько букв в русском алфавите и субъектов в России? На эти и многие другие вопросы предстоит ответить трудовым мигрантам перед получением патента на работу. В Якутии стартовал строительный сезон. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 76 социальных объектов. Степень готовности максимальная. Якутск продолжает подготовку к играм «Дети Азии». Главная сцена стадион Туймада готов почти на 80%. Около 350 спортсменов, 25 вузов страны и 4 дня зрелищных схваток. Якутск примет чемпионат России по спортивной борьбе среди студентов в памяти Михаила Николаева.
В Якутии временно перестали работать воздушные подушки по маршруту Якутск-Нижний Бестях. На реке наблюдается густой ледоход, поэтому в целях безопасности суда ходить не будут. В связи с этим с сегодняшнего дня из аэропорта Маган запустят вертолетные перевозки. Подробнее расскажет Дарья Короленкова. 25 судов на воздушных подушках сегодня утром приостановили пассажирские перевозки, а в 15:00 уже перестали ходить аэроботы. Возобновление пассажирских перевозок будет зависеть от обстановки на реке. Лед такой жесткий идет, не как те года. Те года как-то это проходило, такой хрупкий лед был, поэтому боты проходили намного легче. Ну и сейчас еще ухудшается. Сейчас говорят, уже скоро до остановки дойдет. Это значит, в низовье где-то, видимо, затор. В городе резко начала подниматься в районе города Якутска вода. Мы-то, конечно, всегда готовы работать. Дело в том, что нам условия нормальные, безопасные нужны. Поэтому мы лучше простоим день-два, нормализуется, потом начнем бегать. Если будет нормально, прогалинами более-менее пойдет, для аэроботов ход будет хороший, тогда аэроботы, конечно, запустим. Начиная с 16 мая пассажирские перевозки на противоположный берег осуществляются на вертолетах Ми-8. Рейсы выполняются из аэропорта Маган в село Павловск Хангаласского района. Также авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы из Якутска в Зырянку и обратно через Среднеколымск. Наблюдается самая сложная гидрологическая обстановка, поэтому временно пассажирские перевозки ограничены. Выполняются вылеты, это полярные линии, в привлечении воздушных судов тариф составляет 4000 плюс сборы. Завтра тоже ледоход планируется и ухудшение метеорологических условий, поэтому тоже будем смотреть по погоде и перевозчики будут принимать решения по сложившейся обстановке. На сегодняшний день возле Якутска наблюдается рост уровня воды. Нижняя кромка ледохода на реке Лени достигла поселка Хангаласы. В ближайшие сутки ожидается вскрытие реки на территории Намского района. Дарья Короленкова, Станислав Потапов, Якутск. В Якутии стартовал строительный сезон. Задачи и проблемы строительной отрасли на текущий сезон обсудили на совещании с представителями строительного комплекса Якутии. Отмечается, что темпы строительства жилья сохраняются высокие. По состоянию на 1 мая этого года введено в эксплуатацию более 254 тысяч квадратных метров. За аналогичный период прошлого года данный показатель на 26% больше. Продолжается строительство социальных объектов и реализация национальных проектов. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 76 соцобъектов. На встрече большое внимание уделили обеспечению рабочими кадрами на текущий строительный сезон. В прошлом году довольно-таки серьезная проблема возникала в этом плане. И в текущем году мы с учетом негативных результатов прошлого года разрабатываем программу обеспечения кадрами. Сделаем сейчас прогноз, оперативный прогноз обеспечения конкретных объектов кадрами на сезон 2024 года. Также мы проговорили про обеспечение материалами, основными строительными материалами. Сегодня по всей республике в отделениях Центра занятости населения проходит мероприятие по трудоустройству участников СВО и членов их семей. Предприятия и организации предоставляют на выбор сотни вакансий, в том числе и те, для которых не требуется опыт работы. Также участникам СВО предлагают пройти обучение или переобучение на базе учреждений профобразования. Подробности расскажем в следующем сюжете. У Александра в водительских правах открыты все категории. И до отправки на специальную военную операцию он трудился в основном на промышленных предприятиях. Управлял грузовиками и тяжелой техникой. После демобилизации вернулся в Якутию и ищет работу. На ярмарке вакансий Александр нашел несколько подходящих вариантов. Желание есть. Я сам по специальности дорожный мастер, поэтому дорога Арктики заинтересовала. Потому что у меня опыт работы, с Сантар-Автодора работал, например, с Саха-Автодора работал, водителем. Там дорожным мастером, поэтому интерес по своей специальности. То, что интересует, например, крайний север, экстремальные условия, как раз вы подошли. На ярмарке вакансий работу предлагают более 20 организаций и компаний. Тут и Росгвардия, и МФЦ, и пожарная служба, и университет. Вакансий много и есть из чего выбирать.
Я вот прошлась, вижу, что очень много вакансий, очень таких хороших вакансий. И я так думаю, что Центр занятости в будущем как-то более-менее готов к приезду наших бойцов, наших детей. Подобные ярмарки прошли по всей республике. Организаторы попросили участников оставлять свои отзывы об организации мероприятия, чтобы в следующий раз сделать его еще более полезным и качественным. Наша задача помочь ребятам, которые возвращаются с зоны специальной военной операции, реализовать себя уже в гражданской жизни и найти тот путь, который им необходим. Мы понимаем, конечно, то, что у них закреплено право на возвращение на те рабочие места, с которых они уходили на специальную военную операцию. Но тем не менее мы видим, что не всегда остается желание по прошествии времени, и поэтому сейчас в моменте мы обязательно должны им предоставить все возможности, которые у нас есть. Помощь в устройстве на работу участников СВО и членов их семей – одно из приоритетных направлений среди мер поддержки, оказываемых в республике. В дальнейшем на подобные ярмарки планируется приглашать работодателей, готовых трудоустроить и людей с ограниченными возможностями здоровья. А в конце мая пройдет ярмарка вакансий для школьников на период летних каникул, где дети участников СВО также смогут найти себе подработку. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. С января по апрель текущего года оформлено более 5000 патентов иностранным гражданам. Имеют право получить патент граждане Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана, а также граждане Кыргызстана, Казахстана, Беларуси и Армении имеют право работать по трудовым договорам. Подробности в сюжете Даяны Федоровой. Чем же занимаются мигранты в Якутии? Они занимают прочные позиции в разных сферах, в том числе в сфере строительства, общественного питания и торговли. На прилавках в весенне-летний период появляется все больше фруктов и овощей, привезенных из-за границы. Здравствуйте. Здравствуйте. Разнообразие фруктов и овощей из разных стран мира – Узбекистана, Китая, Египта и Африки. Мухаммад Резу родом из Кыргызстана, однако вот уже 13 лет он гражданин Российской Федерации. Ну, холодно, ну, можно терпеть. Ну, люди здесь, народ вот нормальный, хороший. У меня отец, гражданин России был, поэтому я тоже получил гражданство. Чтобы получить трудовой патент, все иностранные граждане обязаны пройти тест на знание русского языка. Экзамены для мигрантов теперь проходят по-новому. Из цепочки исключены коммерческие партнеры и центры. Вместо них принимает экзамен только федеральный вуз. Посмотрите, задание номер 5. Иностранные граждане пришли в СВФУ на экзамен для получения патента и заметно нервничают. По стандарту проверяют знания русского языка, истории и законодательства Российской Федерации. Правильно нужно ответить на 15 вопросов из 30. Перед началом экзамена мы тоже решили проверить их знания. Кто такой Петр I? Как вы думаете? Петр. Сколько же букв в русском алфавите? По-моему, 37 или 28 было. 28, наверное. Сколько субъектов в Российской Федерации? Субъект. Во время экзамена присутствует представитель МВД. Экзаменуемые сдают смартфоны, а также процесс фиксируется на камеру видеонаблюдения. После бланки отправляются на проверку в специальные центры. Варианты теста меняются ежемесячно. По сравнению с 2015 годом задания намного упростили. Раньше было побольше вопросов отдельно по русскому языку, отдельно по истории, отдельно по законодательству Российской Федерации. Сейчас все объединили в одно задание и убрали устную часть. Любой иностранный гражданин обязан соблюдать не только закон страны, где он пребывает, но и должен сохранить добрые взаимоотношения между людьми, уважать права и культуру народа. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск. Развитие детского туризма стало одним из приоритетных вопросов социальной политики государства. Появляются новые меры поддержки, развивается патриотический, профориентационный, научно-популярный и другие направления детского туризма. Госдума планирует в ближайшее время на смену существующему закону разработать и внедрить новый о туристической деятельности. По данным Минобразования Якутии, сегодня ведутся работы по запуску не менее 20 детских экскурсионных и туристических маршрутов по Якутии.
Поставлена задача Минпреду, в первую очередь, как отраслевому органу исполнительной власти в сфере развития туризма. Они намерены расширить, соответственно, существующий перечень направлений детского туризма, то есть экскурсионных туристических маршрутов для детей, которые сегодня составляют число 7, соответственно, 7 всего маршрутов на всю республику, как минимум до 20, но на этом они не намерены останавливаться. Соответственно, в преддверии уже летнего периода и предстоящих игр Дети Азии, соответственно, ими вот эта линейка будет расширена. В Мирнинском районе школьникам организуют увлекательный и разнообразный летний отдых. Планируемый охват летней кампании более 3000 школьников. Они смогут выбрать одну из 18 площадок, которые созданы при образовательных учреждениях, а также 9 лагерей труда и отдыха. Летняя программа разноплановая. Она включает в себя как профильные лагеря, так и основывающиеся на дневном отдыхе детей. Оздоровительная кампания начнется уже с 5 июня. Планирует выезд детей в Сочи с предоставлением бесплатных путевок. Министерством образования и науки также выделены 33 путевки бесплатные в Краснодарский край, в летние оздоровительные учреждения. И для детей-участников специальной военной операции 40 путевок также выделено Министерством образования для отдыха в Краснодарском крае. Управлением образования приобретаются путевки по заявкам родителей для детей-участников СВО в нашем лагере «Орленок». Круг целей, на которые могут быть направлены средства республиканского маткапитала «Семья», расширился. Так, наряду с приобретением и ремонтом жилья, покупкой автомобиля, деньги можно направить на образование одного из детей, а также на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, реабилитацию и стоматологические услуги. Напомню, республиканский материнский капитал «Семья» полагается семьям при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей. В настоящее время сумма составляет 300 000 рублей. Помимо традиционного направления средств, это приобретение жилья, ремонт жилья, приобретение автотранспорта, получение образования ребенком, также высококвалифицированная медицинская помощь, если вдруг нужна какая-то операция, дополнена возможность использования данных средств и направление на получение стоматологической помощи, если она нужна, и ортодонтической помощи. В связи с потеплением в Нерюнгринском районе на водоемах тронулся лед. Наступает время нереста рыбы. Для откладывания икры и размножения не должно возникать никаких препятствий со стороны человека. Логичным шагом для этого стало введение определенных запретов и правил по вылову разновидностей добычи. Так, в Якутии и, в частности, в Нерюнгринском районе ежегодно с 15 мая начинается месячник запрета на использование сетных орудий лова при рыбалке. А также с 20 мая по 20 июня будет введен запрет на добычу линка, хариуса, тайменя любыми орудиями лова. Сейчас идет нерест, рыба поднимается с зимовальных ям на свои нерестилища, поэтому убедительная просьба к жителям Нерюнгринского района воздержаться от рыбалки, дать рыбе спокойно отнереститься, нагуляться, откормиться, ну и дать ей размножиться, оставить рыбу для будущих поколений. За незаконную рыбалку, за установку сетей предусмотрено наказание Кодексом о административных правонарушениях, часть 2, статья 8.37, предусмотрен штраф, а также нарушитель обязан будет возместить ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам. Путешествие в арктическую вселенную – таков основной мотив церемонии открытия игр «Дети Азии». Зрители увидят вокальные и хореографические номера, а также выступления известных артистов уже 26 июня на стадионе Туймада. Сам спортивный объект уже почти год находится на ремонте, а все работы там вышли на финальную стадию. Что изменилось в облике 12-тысячного стадиона, знает Петр Васильев. Стадион приветствует команду Республики Казахстан. Republic of Kazakhstan. Стройными рядами делегации спортсменов первых игр «Дети Азии» в 1996 году шагают по новому стадиону Туймада. Объект сдали всего за год до начала спортивных состязаний. Тогда было ясно, для проведения мероприятий подобного масштаба нужны площадки нового поколения, коих в Якутске не хватало.
А это уже наши дни. Спустя 28 лет те самые первые участники спортивных игр стали звездами большого спорта России и мира. А стадион, который послужил им точкой старта и видевший еще немало спортивных побед, ушел на ремонт. К новым, уже 8-м по счету играм на объекте кипит работа. Обновили старые, желтые, неудобные сиденья на трибунах. Полностью заменили входную группу. Изменят и легкоатлетический трек. Безусловно, главный герой нового стадиона, самое его сердце – это обновленное покрытие на футбольном поле. Мощный грунтовый слой и 7-сантиметровое покрытие – все по стандартам УЕФА. Теперь играть можно хоть в футбол, хоть в хоккей на траве, хоть в регби. Не забыли и про удобство и безопасность гостей и участников соревнований. Самые яркие моменты спортивных и культурных событий подсветят 4 стадионных осветительных мачты. А все здание по периметру оснастили камерами видеонаблюдения. С руководства республики, с правительства выделены достаточно средств, которые мы просили для обеспечения безопасности. Здесь полностью мы заменили систему видеонаблюдения. 136 камер сейчас поставили, и из них 18 камер это с распознаванием лиц. На сегодняшний день идет пусконаладочные работы. Еще один полномасштабный ремонт развернулся рядом со стадионом на Комсомольской площади. Объект важный не только для города, но и для проведения игр. Здесь будут проводиться все неспортивные события программы, награждения, концерты и выставки. Здесь будет у нас проходить культурные мероприятия, будет большая сцена, на которой будут проходить концерты звезд. Здесь будет у нас площадка для награждения, и также будут спортивные объекты, которые подразумевают размещение уличное. Да? Кроме того, здесь у нас будет точки общепита, торговля сувенирной продукцией и развлечения для гостей этих крупнейших соревнований, которые мы все ждем. Организаторы заверяют, к началу игр все ремонтные работы будут завершены, ведь на одном только стадионе ежедневно трудятся 140 человек. И уже в июне он, как и 28 лет назад, снова встретит спортсменов и зрителей, чтобы подарить им праздник спорта и дружбы. Игры «Дети Азии». Петр Васильев, Григорий Охлопков, Якутск. Порядка 350 спортсменов, 25 вузов страны и 4 дня зрелищных схваток. Якутск примет чемпионат России по спортивной борьбе среди студентов памяти Михаила Николаева. Состязания пройдут с 17 по 20 мая. В рамках турнира будут определены призеры и победители чемпионата в вольной борьбе среди юношей и девушек, а также греко-римской борьбе у юношей. Победители турнира завоюют место среди участников чемпионата России по спортивной борьбе 2025 года, а финалисты соревнований в Якутске смогут выступить на первенстве страны Ю-23 осенью нынешнего года. В мужской сборной республики заявлено 15 борцов в 8 весовых категориях. Приезжают ребята из сильных регионов, из сильных вузов, таких как Северо-Остинский государственный университет, Дагестанский государственный университет, соответственно, Республика Саха-Якутия. С Москвы сильная команда представлена, учитывая, что Москва является центром студенчества. Сильные составы будут, и сказать так определенно, какой вуз на сегодняшний день является лидером, это сложно. Афанасий Уаров – учитель физкультуры специальной коррекционной школы Ленска, тренер по масс-рестлингу. Он готовит ребят с инвалидностью к участию в соревнованиях, воспитывает любовь к различным видам спорта и учит дружить. В копилке его побед призовые места в республиканских соревнованиях, десятки почетных грамот за развитие физической культуры и национальных видов спорта. С прославленным спортсменом встретились наши коллеги. Урок физической культуры в коррекционной школе проходит не по обычному сценарию. Ведь работать педагогу приходится с непростыми учениками, которым нужен особый подход. Знает его Афанасий Уаров. Его дети понимают с полуслова. На занятия бегут с удовольствием, ведь каждый раз они знают и ждет что-то новое. Большое внимание Афанасий Александрович уделяет национальным видам спорта. Приобщает к ним и своих воспитанников. У нас еще есть неурочка, у нас еще неурочка, это, как говорится, у нас клуб «Мадун» есть. Вот я когда приехал, клуб «Мадун» работает, уже все национальные виды спорта. Масс-рестлинг, самые доступные, настольные игры, хаблхамская, якутские прыжки, это элемент, как прыгун, северное многоборье, прыжки через нарту. Надо сказать, что детям нравится. Они с интересом осваивают якутские виды спорта. У некоторых получается выполнить даже самые сложные элементы. Например, якутскую вертушку.
Уроки физической культуры в коррекционной школе Афанасий Уаров ведет уже 10 лет. С его приходом все изменилось, отмечает директор учреждения. Дети подтянулись, обрели уверенность в себе, начали участвовать в соревнованиях, заинтересовались якутскими видами спорта, некоторые и масс-рестлингом. И уже через год стали показывать хорошие результаты. Сначала были городские соревнования, после районные, а затем и республиканские, откуда ребята постоянно привозят первые места. Мы стали выезжать в Артанахар на фестиваль «Игры предков». Дети стали занимать призовые места. Афанасий Александрович на этом не остановился. Так как он по совместительству работает тренером в спорткомплексе «Олимп», он стал привлекать наших детей. Особенно стал привлекать детей, которые состоят на различных видах учета. Стал заниматься с ними масс-рестлингом, и в результате мы выезжаем уже на региональные виды спорта. С 2016 года Афанасий Уаров ведет секцию по масс-рестлингу. Сегодня ее посещает более 20 человек различных возрастов. Много ребят и учеников коррекционной школы. Среди них и Владимир Казаринов. В своем юном возрасте парень уже стал чемпионом республики. Меня позвали, я начал заниматься этим спортом. Мне он понравился. Вот прям сильно очень понравился. Я все время равнялся на Иннокентия Иннокентьевича Федорова. Но больше всего сейчас масс-рестлинг, вот, якутская вертушка, якутские прыжки, борьба хапсагай. Своих воспитанников тренер поддерживает во всех начинаниях. Благодаря его настрою ребята показывают всегда высокие результаты. Афанасий Александрович Уаров – уроженец Сунтарского района, село Тойдах. После окончания школы переехал в Мирный, где поступил в институт и получил специальность техника-механика. Работать по этому направлению не захотел. Поступил в институт физической культуры, стал учителем физкультуры. После и тренером по масс-рестлингу. Этим видом спорта, как и якутскими прыжками, он занимается с детства. В копилке героя нашего сюжета огромное количество почетных грамот за развитие физической культуры в районе и национальных видов спорта. Тренер воспитал несколько чемпионов, среди которых даже чемпион мира по масс-рестлингу. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Таким увидели уходящий четверг наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.